Год исполнения столетия создания ингушской государственности стал весьма благотворным и в сфере сохранения культурного наследия Ингушии. О насущности реформы в сфере охраны памятников говорили давно, и вот решения приняты, важнейшие и стратегические. За официальными формулировками последовал амбициозный проект, одновременно возвышенный и надежно просчитанный. О работе компании «Сафмар» мы можем говорить как о мощном экономическом и социальном ресурсе, как о площадке научных прорывов и технологических инноваций, как о генераторе новых реальных активов, смыслов и коммуникаций, двигателей национального и территориального развития. Михаил, вот мы начали с позитивной ноты, что у нас развивается туризм. Несколько лет шли к этому, но вот за последние пару лет туризм развивается очень интенсивно. Мы не можем не сказать, что проведение реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на территории музея-заповедника идут в таком же темпе, можно сказать, даже опережает графики. Если говорить об итогах года, с какого комплекса были начаты работы в 2024 году и чего мы добились вот на сегодняшний день? Ну, первое, начну с того, у нас переходящий объект был с 23 на 24 год, это ГОУСТ, Джейрасский район, Бени. Это комплекс принадлежит роду Ахильговых. Если вы, наверное, видели, мы сейчас летом закончили все работы, 3 башни отреставрировали. Приезжал на открытие Махмуд Али Макшарипович, глава республики, и Михаил Саварбекович, президент группы «Сафмар», ну и представители Ахильгов, Цискиев. Много людей было. Очень такое красивое, насыщенное мероприятие произошло по открытию башенного комплекса ГОУСТ. То есть в 2024 году мы его завершили. Сейчас расскажу вкратце, на каких объектах мы в данный момент трудимся. Они будут, некоторые из них будут переходить на 25 год. То есть если ГОУСТ был с 23 на 24, Эбон у нас уже, можно сказать, закончили практически на 90% 9 башен. Башенный комплекс Эбон. Это большой комплекс. Он такой тяжело доступный, сложный, на самом деле тяжелые работы там идут. И 9 жилых башен, можно сказать, ну еще раз повторюсь, на процентов 90 завершили. Это Эбон. Дальше не менее сложный и целый ансамбль, это Тунгей башенный комплекс. На данный момент также 80-95% в зависимости от той или другой башни. Жилые, полубоевые, в общем 15 практически башен закончили. 9 склепов, тоже 80-90% уже закончили. На 100% закончено святилище Тумхо-Ерды, Тумги. Дальше у нас идет кели, 5 башен. К концу этого года тоже планируем завершить эти работы. Следующий у нас, мы начали в этом году Дошхакле. Это, наверное, по доступности один из самых сложных объектов. Он и самый такой, один из самых древних комплексов. И очень сложно именно, чтобы подойти к технике невозможно. Техникой добраться до этого объекта невозможно. Приходится там, людям там за метров 200 на себе таскают носилками, тачками, таскают камни, не камни, бревна. То есть в этом году мы планировали там 2 башни закончить, и к концу года мы их завершим. В Пуи в этом году завершили 2 башни. Ну и были начаты работы, это Тхаба-Ерды по археологии. Наружную археологию завершили, контуры и границы определены. Сейчас начнутся работы, внутри будут устанавливаться специальные подпорные балки. Они делаются для того, чтобы когда археологи сейчас зайдут вовнутрь, они будут там проводить раскопки небольшие. Есть подозрение, что внизу тоже какое-то здание есть, что могли на него построить. И поэтому, чтобы оно не обвалилось, специалисты зайдут, полностью будут устраивать там
балки специальные, леса ставить, металлические конструкции устанавливать, чтобы провести эти работы. Создание школы реставрации по программе «Наследие» положило начало восстановлению культурного наследия в полном смысле этого выражения. Работа на территории башенного комплекса Нижний Пуй по восстановлению башен, археологические исследования, создание музея археологии и этнографии в башне номер 2 и представление средневекового быта ингушей в башне номер 3, главной особенностью которого явился камин, который, как и тысячелетия назад, вновь согрел теплом родного очага, духовно обогащает каждого ингуша. Самая сильная помощь, которая нам оказана во всех этих исследованиях, это, конечно же, археология, которую мы здесь провели. При археологических раскопках мы обнаружили много деталей, которые ранее были неизвестны. Например, вот этот холодильник, он идет вовнутрь земли, как бы материка, да? В некоторых башнях, в других комплексах мы видели такие холодильники, они называются каменные мешки. Они вот в углу где-то бывают, да, на поверхности цокольного этажа. А это врезается вот в цокольный этаж. Вот мы можем увидеть, мы восстановили его. Здесь хранилось топленое масло, сметана, молоко, вот, именно те продукты питания, которые требовали к себе особой температуры. Также при археологических раскопках мы нашли свыше 1000 семян тыквенных семян, которые, конечно же, были уже сгнившие, но можно было различить, что это тыквы, что дало нам знать, что здесь также хранились тыквы. Это была хозяйственная часть башни. То, что вот рассказывают некоторые, что в цокольных этажах ингуши держали скот, эти сказки, конечно же, мы опровергаем. Мы их опровергли прямо здесь, в этой башне, потому что археологические раскопки рассказывают другое. Ну, здесь, на цокольном этаже, у нас восстановленный холодильник, Ирдебах, это столб, который держит все здание. Именно там, где хранились другие части, каменный пол восстановлен, выход на второй этаж восстановлен, двери восстановлены, арка восстановлена. Здесь практически все восстановлено. И все детали, которые восстановлены здесь, они имеют фундаментальное подтверждение этнографические. Если у нас будут какие-то другие подтверждения других деталей, естественно, мы их будем здесь восстанавливать. Вообще, фактически все это сделано благодаря именно поддержке президента группы «Сафмар», благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Саварбековича Гуцериева. Вот. И с января, со следующего года, количество учеников расширяется до 24, с 12 до 24. Это поможет нам выпустить больше учеников, первое, и второе, разгрузить немного очередь, потому что у нас очень большая очередь. Вот ребята, очень много ребят, которые хотят обучаться. В этом году это стало такой точкой раскрытия цивилизации, древней цивилизации Ингушетии. На каком этапе сейчас идет работа по обучению наших жителей реставрационным работам? Сейчас будет уже третий выпуск у нас идет. Апрель, был май. Первый выпуск был, осенью сейчас был выпуск второй, и вот третий планируется выпуск специалистов по обработке камня. Намеченная программа, как мы планировали, так и идет, и более того, скажу, что на следующий год планируется, если в этом году было по 12 учеников каждый сезон, то со следующего года в планах увеличить их в 2 раза, по 24 человека каждый квартал получается у нас.
Государственные или корпоративные финансовые субсидии не спасут все многообразие отечественного наследия, если необходимость сохранять его не будет восприниматься гражданами нашего региона как важное личное дело. Как я услышал об этой программе, о программе наследия, и после того, как я услышал об этой программе, узнал что да как, и уже на этапе собеседования по решению старших ТЭИПа было принято решение приехать сюда, обучиться тому, чего не знаешь, и действительно запомнить, взять это как профессию, как основу, и далее реставрировать оставшиеся другие памятники архитектуры, которых со слов старших около 2500, еще, возможно, и неизвестные памятники. Поэтому эта программа очень благородная, ценная, и науки эти очень пригодятся нашему народу. Если какой-то подходящий камень найти, то его обтесать, наверное, работы будет чуть побольше, но сам факт того, что камень уже есть, это уже облегчает. Поэтому, наверное, найти камень — это главная задача — это найти камень. Обтесать его можно. Все работы интересны на самом деле. Во-первых, факт того, что идет реставрация реставрация истории, это первый момент, который воодушевляет на изучение любых даже, хоть и не профессий, но науков. И по работе и с камнем, и с деревом. Более того, сопутствующее идет обучение, то есть изучение того, как жили они. И поэтому считаю, что тут, в принципе, все науки и работы и с деревом, и с камнем, и какие-то хитрости, они тут все интересны, и все это изучают с интересом. Сохранение и популяризация архитектурных комплексов является одним из важных факторов для духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Это гордость за людей, которые жили в суровых горных условиях и достигли такого высокого уровня мастерства возведения сложных и одновременно долговечных конструкций башенных комплексов. У нас порядка 60 обращений к Микаилу Сауырбековичу Гуцериеву с просьбой от тех или других, от разных ТЭИПов, имеется в виду, отреставрировать их башенный комплекс. Поэтому в порядке очередности мы в этом направлении движемся. После того, как люди увидели на примерах башни, которые мы построили, Биш, Голс, Нии, Харпи, Морч, они поняли, что целью Микаила Сауырбековича Гуцериева одна — отреставрировать башни, сохранить их для нас, для наших детей, внуков и для тех, которые будут через 100, через 200 лет. То есть цели ни у Гуцериева Микаила Сауырбековича, ни у Мухаммад Али Макшариповича, ни у нас, который занимается этими вопросами, не было там что-то, какие-то корыстных целей не было. Цель была одна, еще раз говорю, сохранить для нас и для тех, кто будет после нас через 100, через 200 лет. Как-то общались с Микаилом Сауырбековичем Гуцериевым, почему башни? Это на самом деле огромные средства, которые сегодня расходуются на реставрацию башен. И он говорит, понимаешь, говорит, еще лет 20 и 80% башен разрушится в горной части. Еще лет 20 их вообще не останется. Поэтому важно было сохранить. Он говорит, для нас понятно, для детей, для внуков. У нас же башни как? Некоторые башни 700-800 лет, есть 500 лет, 300, 400, 200 лет. И это все показывает быт ингушей, как они жили. 1000 лет назад, 700 лет назад, 800 лет назад. И поэтому он говорит, это важно сохранить для нас, для будущих поколений. Это история, которая будет передаваться от поколения в поколение. После разговора с ним я понял, на самом деле это важно для каждого ингуша. Это частичка каждого ингуша, башня, где-то с таким тяжелым трудом они это строили. Сегодня восстанавливают эти башни, но у нас сегодня техника, которая может подавать любые тяжелые грузы,
А эти люди по тем временам таскали на себе эти огромные камни, бревна, да, там, неважно, шлак это был, сланец это был. Они прошли через такой труд, строя эту башню. И сегодня тот, кто это восстанавливает, он понимает, насколько эта башня была важна, что человек шел на такие тяжелые, нечеловеческие труды. И спасибо сегодня Михаилу Саварбековичу, который восстанавливает все эти башни. Еще раз повторюсь, это очень много средств, которые он расходует на это направление. Ну и спасибо всем, кто участвует. Люди это поняли, и поэтому сегодня на 60 обращений, которые каждый просит сделать их комплекс. Со стороны представителей тех или других башен, они всегда к нам подходят, говорят, какая помощь нужна. Нужно будет там. Мы готовы подключить людей своего тейпа, молодежь, оказать какую-то помощь, провести субботник, если необходимо. Да? То есть по звонку они готовы оказать там ту или иную помощь. Дороги мы делаем только там, где необходимо, если нет подъезда к башне, если невозможно техника, чтобы туда подъехала, мы с разрешения комитета по культурному наследию или Джайратский музей-заповедник проводим такую, чтобы не нарушить ландшафты природы, делаем такую легкую дорогу, чтобы туда техника могла доехать. И после того, как башенный комплекс завершился в реставрационной работе, оттуда люди, там, заборчик, неважно, это был, техника какая-то была, материалы какие-то, все за собой убирают и уезжают оттуда. То есть он остается в первозданном виде. Это важно. Мы пытаемся максимально это соблюсти. Сколько проектов завершается в 2024 году и сколько будет начато в 2025? Если погода позволит, то мы заканчиваем Эбон, Кели, Гоуст мы закончили. Так, Тумги, переходящий на следующий год, это очень огромный комплекс. В Пуе две башни завершили, а там их 5 тоже некоторые перейдут на следующий год, потому что там восстанавливают и получают образование каменщиков, это ученики школ. А на следующий год у нас есть список, этот список подписывает Михаил Саварбекович Гуцериев. По плану у нас Карак, Фурток добавляется, Салги должен добавиться на следующий год, Бархане, Карт, Пашагуру в башне добавляется у нас, и так, Хамадханова башня в Джайрате. Планы на следующий год. Сегодня историки, архитекторы, археологи и любители показывают и доказывают, насколько наша культура уникальна, многогранна и изящна для своего времени. А башенная архитектура является уникальным культурным наследием, правдиво отражающим реальность и действительность жизни нашего народа. Конечно, это очень сильно мотивирует на то, чтобы по мере возможности воссоздать ту нашу историю, которая у нас была и есть, и тем более историю нашего народа, который имеет очень глубокие корни и очень древний корень.